В эфире специальный выпуск программы «Время новостей». Меня зовут Евгений Стока. Здравствуйте. Со специальным обращением к жителям республики выступил глава Коми Владимир Уйба. Смотрите его прямо сейчас. Уважаемые жители республики, Бурыт, добрый вечер. Сегодня в своем видеообращении расскажу вам несколько вопросов, которые обсуждали сегодня в администрации главы республики, и расскажу о подходах к газовой экономике и газовой политике. По первому вопросу провел встречу с представителями лесозаготовителей Кайгородского района и пригласил всех заинтересованных министров профильных, членов правительства. Об этой встрече мы договорились еще в августе месяце этого года, когда я проводил встречи в Кайгородском районе с жителями, потому что вопрос важный, и он важный не только для лесозаготовителей Кайгородского района, а речь идет именно о малом бизнесе, об индивидуальных предпринимателях, об обществах с ограниченной ответственностью, именно МСП, но и для всех лесозаготовителей в республике. Суть, самое главное в том, что наши лесозаготовители проигрывают аукционы внешним и внутренним игрокам. И, конечно, для них это обидно, потому что лес для них тоже кормилец. И, как правило, каждый лесозаготовитель еще и ведь не только себя кормит, он же кормит еще и сотрудников своих, да, а у них семьи. И поэтому, конечно, для нас это уже становится важной социальной задачей. Поэтому такой интерес и такое рассмотрение глубокое именно на совещании под моим председательством. Две проблемы, которые сегодня вскрыли. Первое, аукцион это всегда на повышение, и, соответственно, не может выдержать МСП, индивидуальный предприниматель, повышение не может он тягаться с более крупным бизнесом, более крупным представителем лесозаготовителей и проигрывает. При этом есть еще один инструмент, это конкурс для того, чтобы арендовать лесной участок на 49 лет, да, и аукцион это каждый год, а все-таки конкурс это на 49 лет аренда. И сегодня в основном мы рассказывали, и министр профильный, и руководители мой бизнес, нашей компании республиканской, о том, как все-таки нужно готовить документы и выигрывать именно конкурсы на аренду лесных участков. Вот, на мой взгляд, сегодня мы все-таки нашли консенсус или пришли к пониманию и со стороны Министерства природных ресурсов республики, и со стороны МСП и индивидуальных предпринимателей. Вот отработали основные алгоритмы. Здесь, конечно, нужно будет провести еще и большую работу по подготовке к следующему году. Но и этот год надо закончить, что называется, на ура. Поскольку вот сегодня на совещании приняли несколько таких важных решений, что до конца года еще разыграет Минприроды несколько конкурсов именно для того, чтобы загрузить объемами наших лесозаготовителей, малого и среднего предпринимательства, объемами для того, чтобы они могли уже до конца года запустить свое производство и обеспечить людей работой и заработком. Вторая тема – это так называемая система ЭГАИС, которую с следующего года в обязательном порядке каждый предприниматель должен участвовать и заполнять отчетные формы. Причем там очень жесткая ответственность за неправильное заполнение формы, очень большие штрафные санкции. Для того, чтобы наши предприниматели были готовы к этому, договорились, я дал поручение как раз в структуре, которая входит в наше курирование, это мой бизнес, для проведения таких очных циклов повышения квалификации на местах. Вот во всех муниципалитетах, начнем с Кайгородского муниципалитета, мы проведем такие одно-двухдневные очные циклы именно вот специалистами,
которые знают, как нужно заполнять эти формы, правильно отчетность вести именно по ЭГАИС, по системе ЭГАИС. Поэтому вот еще несколько вопросов обсуждали, в том числе опять же по дровам договорились, что при том, что мы будем помогать нашему лесному сообществу, именно малому предпринимательству с объемами и с лесными участками, выигрывать их на конкурсе, наши предприниматели возьмут как социальную нагрузку на себя заготовку и доставку дров населению этого муниципалитета. Я думаю, что вот этот опыт мы будем распространять и на другие муниципалитеты. Вот считаю, действительно очень важно сегодняшнее совещание. Еще раз повторяю, это не только важно для Кайгородского района, но и для всех, там, где идет заготовка леса. И для того, чтобы эта связь была постоянной, да, что называется 24/7, договорились, что Минприрода создаст в определенный чат, сайт, неважно, который будет именно работать вот в таком режиме круглосуточном, для того, чтобы можно было в онлайн-режиме принимать звонки, отвечать на них, давать консультации, чтобы на это не уходили месяцы, иногда и годы потерянного времени. Вот это, я считаю, тоже очень важно. На мой взгляд, еще раз повторяю, все, кто сегодня участвовал со стороны как раз малого предпринимательства, получили ответы, и самое главное, что я дал поручение с каждым вот таким предпринимателем отработать договорные отношения, помочь выстроить эти договора вот на лесные участки, которые будут на конкурсной основе до конца года предложены для проведения конкурсов на аренду лесных участков. И еще очень важная тема, как я назвал, газовая политика. Я хочу просто проинформировать, это очень важно для всех жителей республики. С 2019 года в России прекращено государственное регулирование оптовых цен на сжиженный углеводородный газ. И формируются сейчас эти цены на основе биржевых и внебиржевых индикаторов, вот на территориальных рынках. И мы это увидели, по этому поводу вчера президент страны проводил как раз совещание, о котором я вам говорил, где тоже эта тема обсуждалась, потому что никому не выгодно, и об этом президент подчеркнул, невыгодно наживаться, ни в коем случае спекулировать на высокой цене на газ. Тем более, что цены выросли более чем полтора раза. Вот для того, чтобы этот вид топлива, это действительно очень важный вид и топлива, и вид просто ведения хозяйства, приготовления пищи и так далее, подогрев воды, вот для жителей нашей республики, по моему поручению, правительство республики разработало целый комплекс мер поддержки поставщиков газа именно населению. Я потом отдельно скажу по тем потребителям, которые являются юридическими лицами, или там заправка газа в автомобиле и так далее. Так вот, по населению. Мы внесли изменения в порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета. Тем самым продолжим возмещение компаниям, которые точно совершенно будут, мы же по сути заморозили цену, да, но рынок-то не стоит же на месте, поэтому нужно же компаниям это восполнить. Но мы приняли для себя такое очень непростое решение, и вот эту разницу будем между рынком и вот этой замороженной ценой именно из республиканского, не из вашего, уважаемые жители республики, кошелька, а из республиканского бюджета. Считаю, что это справедливо, и чтобы тариф для жителей республики не менялся, то есть мы его заморозили. При этом информирую, что регулирование на региональном уровне у нас на сжиженный газ сохраняется, и комитет по тарифам установил фиксированные розничные цены основному поставщику для продажи населения, а также жилищно-коммунальным организациям, управляющим многоквартирными домами, это ТСЖ, ЖСК. И цены на газ следующие.
В баллонах с доставкой до потребителя это 74 рубля 60 копеек за килограмм. В баллонах с места промежуточного хранения, ну, то есть со склада, это 48 рублей 57 копеек за килограмм. И из групповых резервуарных установок, а у нас таких много, когда несколько домов пользуются именно вот газом из резервуарных установок, цена за килограмм 49 рублей 14 копеек. И вот теперь цена для прочих потребителей, то, о чем я вам сказал, отдельно скажу. Что такое прочие? Это арендаторы нежилых и жилых помещений, то есть это юрлица. И заправка автотранспортных средств, вот здесь мы не регулируем. Здесь действует рыночная экономика, потому что здесь мы не имеем права регулировать, потому что это используется в том числе и в коммерческих целях. Теперь в завершении об эпидситуации. За сутки мы опять подросли. У нас вчера, вы помните, было 261 случай заболевания коронавирусом, сегодня 264. Вот то, о чем я вам говорил, мы растем. Выздоровело немного, 208 человек. И наибольший вклад вносят вот в эту заболеваемость, конечно, наши основные города, плюс то есть Сыктывкар, Ухта, Воркута, вот вчера я вам уже говорил, добавилось, Ижма добавилось и Сосногорск. В Ижме 12 случаев за сутки, в Сосногорске 11. Тем не менее, в совокупности вот мы опять поднялись на 264 случая за сутки. По койкам мы не добавили коек, мы остались на той же цифре, 2339 коек. И занято чуть-чуть снизилось за счет выписки. Сегодня у нас 1930 занято, вчера было 1953 койки занято. По прививочной кампании мы на сегодняшний день полностью завершили вакцинацию у 256 735 жителей Республики Коми. За это им отдельное спасибо. Запас вакцины у нас очень большой, более 158 тысяч доз. Поэтому снова и снова говорю о том, что нужно вакцинироваться. Другого выхода у нас нет. И снова могу привести опять как пример. Среди заболевших у нас 1-2 человека, которые были привиты. Все-таки 99,9% это люди, которые не привитые, то есть они заболевают. Это говорит о том, что все-таки привитой человек держит удар, он держит атаку вируса. И вот это еще раз подчеркиваю, что, конечно, нужно прививаться. Я уже много вам приводил примеров, что привитой человек, заболев, выздоравливает быстро и без последствий. Не привитой, к сожалению, никаких гарантий дать не можем. Как будет развиваться заболевание, это сегодня показывает статистика, что зачастую развивается очень неблагоприятно для человека. На сегодняшний день это вся информация. Уважаемые жители республики, всего вам самого доброго, берегите друг друга, соблюдайте обязательно масочный режим. Идет подъем заболеваемости, вы это видите. Всего вам самого доброго, до следующей встречи. Это был специальный выпуск программы «Время новостей». Всего доброго, до встречи в эфире.